Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Мы продолжаем турне по югу Казахстана. И сегодня я отвечу на вопрос, который мне часто задают. Напомню, что в мае 2021 года канал Курдское просвещение совместно с каналом Якбун ТВ программа Равшузиян совершила турне по югу Казахстана в Жамбыльскую область, где запечатлела жизнь и быт курдских поселков. От Ассоциации курдов Казахстана в местные школы мы раздали учебники по изучению курдского языка. Позже мы сделаем обзор этой книги. Сегодня предпоследний, 4-й выпуск с турне по югу Казахстана. Готовится заключительный 5-й выпуск. Не пропустите, друзья, это будет полная версия турне по югу Казахстана. А теперь я отвечу на вопрос, который мне часто задают. У меня спрашивают, входит ли канал Курдское просвещение в Ассоциацию курдов Казахстана Барбанк. Нет, дорогие друзья, канал Курдское просвещение – это независимый отдельный канал, который не входит ни в Ассоциацию курдов Казахстана Барбанк, ни в канал Якбун ТВ или какой-либо другой канал или организацию. Это мой независимый авторский проект Курдское просвещение. Просто мы вместе совершили турне по югу Казахстана. Канал Курдское просвещение выражает благодарность всем тем, кто участвовал в этом проекте. Сартифу Алиеву, Ибрагиму Филитовичу, Роме Мугаеву и всем остальным. А начинаем мы наш сюжет с волшебной природы нашего Казахстана. Добрый казахский народ помог курдам в годах репрессий. В те трудные времена казахи делились с курдами последним куском хлеба. С тех пор прошло много лет, и казахи с курдами стали как родные братья. Каждый курд знает казахский язык. Итак, друзья, мы подъезжаем к поселку Жасуркен. Здесь мы встретились с хранителем курдского фольклора Усейном Тямо. Расскажите, пожалуйста, о себе. Мне Усейн зовут. Я родился в Джамбулской области, Сарсусский район, совхоз Туркестан, село отделение Буденовка. Я там родился. Вот эту музыку 79-го года играю. Да. У нас один музыкант был старый, дед Хасан. Вот. Они у нас играли свадьбу. Потом я начал барабан бить. Уже я с ним 3 года играл на барабане. И вот так научился, до сих пор играю. Вот сейчас живу в Таразе, в Джамбуле. Я слышал, что вы владеете народным пением. Ну, спойте нам что-нибудь. Nam goyor no bi waze no prekosol molo bovete bike be molo bovete kharabe tujor qavana be. Слушав народные пения, я не удержался и, вспомнив свои давным-давно забытые музыкальные способности, пытался подыграть Апо Усейну. Ну и, конечно, не обошлось тут без народного курдского танца ковент. Местная детвора забавная и мужественная. Они находят время поиграть в камешки, побороться, погонять на перегонки, пасут скотину и, конечно, полностью помогают по хозяйству. Закончив здесь съемку, мы поехали в другой поселок под названием Кызылкайнар. Итак, друзья, мы находимся в поселке Кызылкайнар. Здесь компактно проживают курды.
по вечерам женщины сидят, вяжут носки, национальные курдские горя называется. Также курды здесь занимаются животноводством, продажей кисломолочных продуктов и так далее. Сейчас мы наблюдаем, как женщины сидят прялкой, ручной прялкой, готовят шерсть и вяжут курдские носки горя. Дорогие друзья, мы сейчас приехали в гости к председателю Совета матерей Айше. Айша нам прокомментирует, как здесь живут курды, чем занимаются и так далее. Работу у нас проводят молодежь в основном в поле, кто на тракторах, кто на чем, скот держат. Но не жалуемся, мы не жалуемся. Живут наши курды хорошо. У нас сейчас такие ремонты в доме курды поделали, их просто не узнать. Я считаю, что сейчас современно стали, молодцы, живем дружно. Ну, свадьбы играют, да, конечно, свадьбы у нас тоже и на русском, но в основном на курдских языках. Свой язык нигде, свои традиции, конечно, соблюдают. Скажите, пожалуйста, ваша молодежь, дети, они на курдском хорошо разговаривают? Я как заметил вас, вы дома, наверное, много разговариваете, да, на курдском языке? Да, а идут ли тут уроки в школах на курдском языке? Ну, у нас школа русскоязычная, но там и казахские классы есть, и это. И разговаривают и на русском, и на казахском. Но дома, конечно, в семье не все разговаривают на курдском языке. Свой язык не забывают, а в школе, да, есть русские классы, есть казахский, русский язык, казахский язык. Так и мы продолжаем. А в семье, конечно, на своем. Ваши пожелания курдам других стран? Здоровья. Будьте дружны. Мы всегда с вами и будем всегда одной семьей. Попрощавшись с Айше, мы поехали в город Тарас, где встретились с репрессированным курдом. Дорогие друзья, мы находимся в городе Тарас на юге Казахстана. В этом доме проживает репрессированный курд, долгожитель 1933 года рождения. Сейчас мы зайдем ему в гости и узнаем, что как было. 44 год нас выселяли. За день ночь, 2 часа ночи. 2 солдата по автоматам, давай, по туркам, по таратонкам машины тогда нету. Давайте, вас в Среднюю Азию отправляет. А что? Одели, что надо берешь, что возьмешь? Ничего не взяли, да, с собой? Нет, я не знаю. Мы, которые совсем не брали, мы еще кукурузу брали. 5 семей, 1 вагон. 5 семей, 1 вагон. Шалон, да? С города Батума ровно приехали в Джамбул, 44 год. Приехали в Джамбул ровно месяц. Месяц. Тихо едет, да, поезд остановит, идет немножко остановит. Пробуй, как мужчины приехали. Вот с этим день и ночь спишь, ни одежду не снимаешь, разве как сам пойми, да. А в Джамбуле, когда они эту сторону Талас, это Киргизия, там железной дороги нету, поезд не ходит, только на машине нас возили, на машине, на бричке. Нам пустили душ. Потом каждый поселок есть комендат. Утром пойдешь отмечаться, вечером тоже отмечаться, вроде ты заходишь. В другой поселок идти нельзя, размышлять. Выходить нельзя было? Нет. Об этих черных днях истории люди будут долго помнить. Многое сказано, многое скажут. Эти люди пережили тот ужас. Несмотря на свой преклонный возраст, они работают и подбадривают друг друга. Мы закончили съемку и собирались уезжать.
Любопытная детвора окружила нас и не хотела отпускать. Порадовало то, что молодежь тут активно занимается спортом. С такими ребятами не страшно за будущее. Я Алиев Омар, я 2004 года, я активно занимаюсь греко-римской борьбой около 5 лет. Выступаю в основном по областям и все. Так, ты чем? Я Алиев Джагархун, 2009 года, хожу на футбол более уже 3 года. Приветствую всех, я ассаламу алейкум, меня зовут Ислам Алиев, с города Тарас, занимаюсь карате, около 2 лет выступал по областям, по городам. Занимайтесь спортом, не курите, не пейте, друзья. А теперь, дорогие друзья, как и обещал, сделаю краткий обзор курдского учебника. В 2020 году Ассоциация курдов Казахстана выпустила учебник по изучению курдского языка тиражом в 1000 экземпляр. Книга цветная, иллюстрированная, имеет прописной лист для каждой буквы, хорошего качества печати и удобно в применении. Именно этот учебник мы раздавали по школам, надеясь на развитие и укрепление курдского языка. И вы, дорогие друзья, тоже можете помочь нам в этом деле, распространяя это видео. Всю эту работу мы делаем для вас. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте наше видео. До встречи, друзья!